Повода для паники в городе по ледоходу нет. Глава города Якутска Айсен Николаев лично выехал на оперативное совещание в Кангаласы. Побывал на новом водозаборе, в Тулагина и на Даргалахе, который сейчас немного подтоплен. По городу ситуация спокойная. Ожидается подвижка льда в районе Кангаласского мыса. Протяженность ледохода составляет 268 километров. За сутки ледоход продвинулся на 126 километров. Видим, что лед у нас сейчас, который сдвинулся после разрушения затора в Табаге, остановился где-то в районе напротив Тулагина, в районе Петровской Курии. Мы надеемся все-таки, что в ближайшее время, когда вода опять подсоберется, немножко поднимет лед, и это все, весь затор тоже будет разрушен, и лед тогда уже сдвинется сюда, в район Кангаласского мыса. Здесь мы видим, что лед практически стоит, здесь движения особых нету, уровень воды тоже особо не колеблется, плюс-минус там 10 сантиметров. Сейчас у нас практически по городу ситуация спокойная. Подтоплена дворовая территория одна в Даркалахе. Это в Даркалахе территория у нас практически ежегодно затапливается. Это, в принципе, в нормах. Да? Но вот мы надеемся, что уже ближе к вечеру картина будет более ясная, когда надеемся, что затор тот будет разрушен в районе Петровской Курии. И тогда здесь главные события будут происходить здесь на Кангаласском мысу. И от того, как здесь лед будет себя вести, конечно, зависит, будут ли у нас какие-то осложнения по паводку или их уже не будет. В Кангаласах особых подвижек нет. Вода поступает умеренно. Готов Кангалас, но мы надеемся, что паводок, самое главное, не прикроет нашу основную дорогу, которая соединяет с городом Якутска. Но на этот случай тоже мы уже готовы. У нас заключен договор на предоставление услуг на лодочную, на моторную лодку, которая будет, как и в другие года, перевозить людей, доставлять до маршрутного автобуса 104. Поэтому никаких проблем с доставкой в городе Якутске студентов и тех, кто работает в нем, не будет. Для жителей города и поселка администрация подготавливает новую комфортную смотровую площадку с беседками, урнами и освещением. Но, к сожалению, многочисленные жители Якутска, приезжающие посмотреть на ледоход, уже проявили акт вандализма. И не ломайте, пожалуйста, эту площадку. Мы хотим, чтобы эта площадка именно вдохновляла на семейственность, чтобы люди друг к другу обращались с добром, чтобы именно детям прививать то, что делается своими руками, должно быть охраняться и, наоборот, вносить пользу. В рамках объезда и оценки паводковой ситуации глава посмотрел, как идет строительство на новом водозаборе, который должен войти в строй этой осенью. В рамках паводковой ситуации посетили также водоканал. В принципе, все системы работают нормально, особых осложнений нет. Также посетили стройку нового водозабора. Мы надеемся, что уже в этом году, к октябрю месяцу, он уже вступит в строй в первую очередь. И, конечно, тогда те проблемы, которые мы всегда испытываем с качеством питьевой воды в городе в период паводка, они уже уйдут в прошлое. Отрадно, что все работы идут в графике, отставаний нет. И видно, что и подрядчики, и заказчики все преисполнены решимости установленные сроки в начале октября, в первую очередь, городского водозабора сдать. И, конечно, мы все надеемся и ждем этого события. Затем глава лично осмотрел Даргалах в районе переправы, проехал по улице Пристанская до кромки ледохода, лично убедившись в движении льда у реки, и встретился с пунктами МЧС и ГИМС, обсудив план эвакуации людей и готовность к подтоплению. Я, конечно же, очень огорчен тем, что ряд людей распространяет сейчас различную непроверенную, недостоверную информацию по ситуации и в городе, и по ситуации в районах республики, связанных с паводковой ситуацией. Это на самом деле недопустимо, потому что это, конечно, в таких условиях, когда многие люди испытывают лишения, трудности, конечно же, это может привести к очень трагическим последствиям. Людям надо задуматься о своей ответственности, а верить надо официальным источникам информации. На самом деле и республиканские средства, такие как ЕСЯ, достаточно оперативно освещают ход событий по ледоходу. И телевидение, и НВК, и ГТРК тоже дают информацию. А то, что касается прохождения ледохода по территории городского округа, то у нас на сайте Якутской РФ практически ежечасно информация обновляется, и она там абсолютно достоверная, как раз из первых, можно сказать, рук.
В связи с тем, что в районе Даргалаха наблюдается подъем уровня воды, в промышленном округе подготовлены пункты временного размещения граждан. В зону подтопления попадают дома, расположенные по улице Пристанская. На сегодняшний день в этих домах проживает 115 человек. 30 из них – это дети. В случае угрозы подтопления население будет размещено в пунктах временного размещения, созданного на базе Якутского промышленного техникума по улице 50 лет Советской армии 86/1. Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия рекомендует населению воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.